В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Курс на запад. Есть у нас инвесторы из Татарстана в Чехию. Как Татарстан будет сотрудничать с Чехией? Узнал Дмитрий Аренин. Галерея современного искусства снова открыла двери. Сзади вас ваши коллеги, вот они, вон там вверху стреляет он из пушки. Что изменилось и чем здесь готовы удивить посетителей, узнал Салават Ахмадулян. 3500 призывников. Очень давно хотел жить в армии. Вместе со всеми их провожала Юлия Муратова. Шанс на выздоровление. Надеемся, чтобы он хотя бы немножко видел. О том, как можно помочь Аделю восстановить зрение, расскажет Вероника Гайнудинова. Татарстан стал одновременно точкой соприкосновения роста российско-чешского сотрудничества. Сегодня в Казани встретились министры промышленности двух стран. На площадке выставки «Машиностроение и металлообработка» прошел межгосударственный бизнес-форум. Обсуждали, чем промышленники двух стран могут помочь друг другу. Какие татарстанские разработки заинтересовали европейцев и чему у нас готовы сказать «добро пожаловать», узнал Дмитрий Аренин. И бутылку откроет, и по стаканам разольет, а если потребуется, и машину может собрать. Такого робота-манипулятора создали казанские разработчики. Новинкой уже заинтересовались за рубежом. Из Чехии там частично заинтересовались. Это устройство, которое может выполнять любые промышленные операции, так как сварка, обслуживание станков, сборка изделий. В обратном направлении из Чехии в Татарстан уже привезли свое производство изготовители арматуры. Причем в Нижнекамске чехи и дальше планируют расширять свое дело. Татарстан – республика, которая реально хочет развиваться. Здесь люди относятся очень хорошо к делу. Обсудить промышленные дела в Казань приехали более 2 десятков руководителей крупных чешских компаний. Были подписаны несколько контрактов, по которым республиканские производители получат чешские технологии. Чешская республика является крупно развитой промышленной страной, так же, как и Республика Татарстан. Поэтому у нас есть поприще для совместного сотрудничества. Такими договоренностями Татарстан серьезно продвигает и расширяет сотрудничество в масштабах двух стран. Сейчас товарооборот России и Чехии составляет около 7 миллиардов долларов, и 450 миллионов из этой суммы приходится на долю республики. С учетом показателей товарооборота прошлого года мы видим хорошую тенденцию по увеличению, по росту и экспорта из России, и импорта из Чехии. Татарстан готов расширить поставки в Чехию автокомпонентов и полимеров. И, как заявил Рустам Минниханов, для сотрудничества еще есть множество сфер. Есть у нас инвесторы из Татарстана в Чехию. Мы скоро откроем предприятие по производству упаковок. Ну и много других направлений. Агропромышленный комплекс, конечно, IT. Открыть свой бизнес в Татарстане предлагают и чешским бизнесменам. Среди перспективных проектов Татарстана чешского сотрудничества можно рассмотреть привлечение потенциальных резидентов в особую экономическую зону ОВПК и Иннополис, другие инвестиционные площадки Татарстана. В какие конкретные проекты выльется общее желание сотрудничать, покажет время, когда свое слово скажет язык цифр. Надеются, что положительных решений будет предостаточно. Дмитрий Аренин, Марат Зайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Они прошли через африканские пески и барханы, покорили южноамериканские холмы и равнины. Команда КамАЗ-Мастер отмечает 30-летний юбилей. За это время татарстанские гонщики 15 раз побеждали на международном ралли-Дакар. Сегодня это единственная в России заводская команда, которая успешно представляет страну в мировом автоспорте. О том, как поздравляли мастеров, Зарина Ахметова. В меня вложили душу мои творцы. Под моим капотом бьется пламенное сердце. На один день большегруз будто ожил. На торжестве в честь 30-летия КамАЗ-Мастер он поделился воспоминаниями о первом старте на международном ралли-Дакар. Впоследствии команда 15 раз становилась победителем этой мировой гонки. Сегодня получилась у нас прекрасная команда. Сегодня и молодежь приходит. Автомобильный спорт – это надо с душой, это должно быть в душе. 30 лет, сотни километров и множество побед. За рулем КамАЗа команда прошла испытания песчаными бурями, дождями и славой. Большинство гонщиков до сих пор помнят свои первые соревнования. Когда я поехал впервые за рулем этой легендарной машины, нашего грузовика КамАЗ,
Конечно, было некое волнение. Когда финишировали и показали второй результат, было большое желание продолжать. В честь торжества большой концерт в Автограде. Пилотов, механиков и ветеранов автоспорта с праздником поздравил Рустам Миниханов. Высочайшее спортивное мастерство, слаженный командный дух, совместные усилия всего коллектива и несгибаемая вера в победу является основой ваших многочисленных заслуженных побед. Данные качества заложил основатель команды КамАЗ-Мастер, легендарный штурман, неоднократный победитель ралли Дакар Семен Семенович Якупов. История гоночной команды неразделимо связана с именем знаменитого автомобильного завода «Набережных Челнов». Достижения КамАЗ-Мастера, в свою очередь, обеспечили большегрузам узнаваемость на международном рынке. Там работают наши парни с нашего двора, сотрудники нашей компании, которые имеют амбиции задавать высокие цели и уметь их добиваться. Наша компания взялась за эту работу и доказали, что мы можем конкурировать с любыми мировыми компаниями. За вклад в развитие отечественного автоспорта президент Татарстана вручил награды представителям команды КамАЗ-Мастер и пожелал им двигаться только вперед на своем победном пути. Зарина Ахметова, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Сегодня в Москве чествуют героев Отечества. Сюда для участия в торжественных мероприятиях отправился герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Борис Кузнецов вместе с супругой. А накануне праздник встречали в Перми. Татарстан здесь представляли герои России Газинур Хайруллин и вдова другого военного летчика Александра Японешникова. Вместе с другими героями со всего Приволжского округа они приняли участие в масштабном торжестве, открытии памятника Федору Кузьмину и посетили кадетский корпус. День героев Отечества отмечается 9 декабря. Это дата утверждена президентом России в 2007 году. Впечатления великолепные. Была прекрасная организация. Конечно, очень плотный график был, поэтому город не смог посмотреть. У каждого своя трагедия. И боль за то, что такие прекрасные люди погибают, молодые. И в то же время гордость, что у нас такие есть люди. 3500 призывников. Именно столько татарстанских ребят отправятся на службу до 22 декабря. Сегодня в ряды вооруженных сил проводили еще 190 человек. Готовы ли они к службе? Призывники поделились с Юлией Муратовой. Отправляюсь я в Ульяновск, войска связи. Доволен? Уже в ближайшие дни вместе с Максимом Быриным на службу отправятся почти 200 призывников. Один из них и Дмитрий Маликов. Рассказывает, отправляясь служить в Ульяновск. Рад, что будет связистом, ведь закончил техникум по автоматизированному управлению. Настрой у меня отличный, в принципе. После армии дома работать устроюсь. И все будет хорошо. Хабаровск отправляюсь. Как провожали родственники, друзья? Бурно. Уже завтра они будут в своих воинских частях. Одни останутся в Казани, а другие отправятся в Хабаровск и Ульяновск. Всего в этом году служить пойдут 3500 призывников. Все они распределены по дням отправления вплоть до 22 декабря. А это пункт выдачи обмундирования. Сегодня здесь выдали 23 комплекта одежды. Это летняя форма, шапка-ушанка, берцы, бушлат, ремень и нательное белье. Сильно сейчас переполняет. В душе радость. Очень давно хотел жить в армии. Почти четверть призывников имеют военные специальности. Это водители БТР-80, категория С и Д и стрелки-парашютисты. А сегодня не вспоминают и героев войны, ведь проводы совпали с Днем Героев Отечества. Герои Отечества, они выполняли свой долг по защите нашего государства. И большую лепту в это дело внесли также и наши герои Татарстана. Нам есть о чем говорить. Нашим ребятам, которые сейчас идут служить, я думаю, что это будет им хорошим подспорьем в дальнейшей службе. Всего по всей республике призовут 18 000 граждан. Юлия Муратова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Президент за штурвалом, экспонаты под специальным освещением, а посетители в новом пространстве. Так, сегодня в Казани после реконструкции открылась галерея современного искусства. Ремонт шел 1,5 года, стоимость 343 миллиона рублей. Как изменилась выставочная площадка и чем в галерее готовы удивить, узнал Салават Мухаммадуллин. Ваши коллеги, вот они, вон там вверху стреляет он из пушки. Все нормально, никто не стреляет. Это лишь виртуальная реальность. Такое вот современное искусство. Оно быстро меняется и приходится соответствовать. Вот и сегодня галерея полностью обновлена. Здесь отремонтировали кровлю, фасад, заменили окна, отделку, освещение и самое главное. Не было температурно-влажного режима этого здания. Поэтому большая работа больше проводилась именно по температурно-влажному режиму.
Это было утепление стен, это вот как раз я говорил про кровли, зенитные фонари были ненормативные. Так галерея выглядела еще год назад. Само здание 1979 года постройки. Его ремонт был на контроле у президента, и Рустам Минниханов посещал здание во время строительных и отделочных работ. Их стоимость 343 миллиона рублей. Сегодня гостей встречали сразу несколько уже открытых выставок. И я уверен, что мы будем гордиться этим музеем. Как мне рассказал, вот этого нам нашей столицы не хватало. Ну и возможности этого объекта здесь можно творить и творить. Дополнительной мотивацией для творчества называют обновленную галерею и деятелей искусств. Радует, что новые технологии, проектные возможности и освещение теперь достойно на самом высоком международном уровне. Здесь соблюден уже сложившийся такой международный стиль экспонирования современного искусства. В залах галереи установлены вот такие наушники и стулья. Для чего? Все очень просто. Вот, например, работа Ирика Мусина, а уже на экране интервью с художником, где он рассказывает про свое творчество и картины. Всего в галерее 6 выставочных пространств, и пустовать они теперь точно не будут. У нас будут праздники, и детские праздники, и для взрослых. Конечно, у нас перезагрузка еще в плане графика работы. Двери нашей галереи будут открыты с 12 до 21. И это специально, чтобы все желающие смогли посетить обновленную галерею вне рабочее время. Салават Ахмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Искать новые формы участия молодежи в антикоррупционной деятельности призвал сегодня Алексей Песошин на республиканском форуме. Как отметил премьер, для Татарстана вопрос актуальный. Республика нацелена на привлечение крупных инвестиционных проектов, повышение эффективности производства, а также развитие уровня деловой активности. А негативные факторы коррупционного характера могут затруднить эту работу. Коррупция – это зло, которое оказывает прямое влияние на взаимоотношения между властью и обществом, на состояние экономики, конкурентоспособность, политическую стабильность, общественную безопасность страны. Поэтому так важно принимать все меры для минимизации коррупционных рисков. Гриппа в Татарстане пока нет. За последнюю неделю вирусными инфекциями заболели 16 тысяч человек. В основном это легкие формы ОРВИ. Вакцинацию этой осенью прошел практически каждый второй, однако уже в этом месяце грипп может заявить о себе, считают врачи. В особой группе риска дети до 2 лет. Если вы почувствовали себя плохо, у вас поднялась температура, и вы действительно испытываете сильные недомогания, необходимо вызвать врача и не посещать ни работу, не отводить такого ребенка в детский сад. Более того, меры личной профилактики никогда не были лишними. Это как можно чаще мыть руки с мылом, это проветривать помещение, будь то помещение дома или помещение в коллективе, проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Шанс на выздоровление. Надеемся, чтобы он хотя бы немножко видел. О том, как можно помочь Аделю восстановить зрение, расскажет Вероника Гайнудинова. Когда в кадре одни герои. Во-первых, здесь награждали многих других журналистов, и ты понимаешь, что ты стоишь с ними примерно на одном уровне, и хотя бы ты чувствуешь, что тебе нужно подтянуть, видя работы, которые выиграли. Кто стал победителем конкурса ГИБДД, расскажет Елена Веселова. В Новый год с новыми целями – купить машину, оформить путевку на отдых и получить новое высшее образование. Это одни из немногих желаний, которые татарстанцы хотят исполнить уже со следующего года. Выручает потребительский кредит. В преддверии Нового года его на выгодных условиях предоставляет Акбарсбанк. Сделать подарок себе или близким, если денег немного не хватает, помогает банк. Получить сразу 100, 200, 300 тысяч и больше, имея только паспорт, этот шанс дает кредит. Услуга, которой постоянно пользуются казанцы. Оргтехнику покупал, компьютер покупал.
брал кредит? Берем кредиты на дом, на учебное заведение, на высшее образование. Мне очень своевременно помогала Акбарсбанк. Я брала кредит в Акбарсбанке на обучение, на дополнительное образование. Вот. Мне очень понравилось. Взять деньги сразу и выплачивать их по частям. Для этого Акбарсбанк предлагает гибкие условия. Кредит будет выдан под любые цели. В преддверии Нового года заявки на потребительские кредитования, ипотечное кредитование значительно растет. Клиенты берут кредиты на разные цели и нужды. То есть это может быть как большая покупка, машина, либо клиенты используют кредитные денежные средства для того, чтобы поехать с семьей за границу, отметить Новый год именно там. И Акбарсбанк позволяет вам достичь этих целей. Здесь же получить деньги к Новому году можно еще выгоднее. Для держателей зарплатных карт есть дополнительные привилегии. Сегодня в Казани Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Объединенных Арабских Эмиратов в России. Они обсудили вопросы развития и укрепления сотрудничества в рамках российско-эмиратских отношений. Напомним, посол прибыл в Татарстан с рабочим визитом. Он уже поздравил с 20-летием Российский исламский институт и встретился с муфтием республики. 3 лучшие инициативы. Сегодня Минэкономики Республики озвучила новшество в программе «Стратегия 2030». Это предложение, за которое проголосовали большинство татарстанцев. Они поступили из Буинска, Заинска и Черемшана. В Буинске люди предложили найти новые точки роста республики. Черемшанцы – новые формы работы с предприятиями, а в Заинске ждут реконструкции ГРЭС. Отобрано 3 инициативы. Всего же, говорят в министерстве, поступило более 3500 предложений. Создание партийной школы, повышение эффективности работы и задачи на 2019 год. Фарид Мухаммедшин принимает участие в форуме «Единой России» в Москве. Сегодня первый день съезда был посвящен внутрипартийным делам. Завтра делегация Татарстана поделится опытом по созданию комфортной городской среды. Это переселение из аварийного жилья и благоустройство парков. Также делегаты определят цели на следующий год, обсудят обновление руководящих органов и создание высшей партийной школы. Кроме этого, завтра ожидается участие президента России. Когда более 60 партий зарегистрировано в Минюсте России, они все политические оппоненты «Единой России», нам нужно, конечно, очень тщательно подбирать и обучать партийный актив. Ему всего 6 лет, но он уже мечтает служить в армии, стать полицейским. К сожалению, мечта Адели Равиловой из Камского устья может не сбыться. Прежде чем рассказать эту историю, мы попросим вас взять ручку и блокнот, чтобы вы успели записать реквизиты. Во время игры мальчику повредили правый глаз. Ему готовы помочь в Израиле, но сумма лечения для его родителей непосильна. Подробности у Вероники Гайнудиновой. Вот это единственная фотография у нас, когда он был еще с 2 глазами. 2 года назад во время игры мальчики случайно попали стрелой Аделю в глаз. Сейчас ему 6 лет, но с тех пор правый глаз полностью не видит. Мальчику сделали операцию в Казани, но восстановить зрение не смогли. Обследовали в Москве, предложили протез на глаз. И тот только 18 лет. На следующий год он пойдет в 1 класс. Мы не знаем, как будет он учиться с 1 глазом. Сам тоже говорит, что я когда вырасту, хочу быть солдатом, в армию, машину водить. Ничего не говорим, что это у тебя не получится. Потому что есть шанс. Надежду дает клиника в Израиле. Врачи приглашают семью Равиловых на обследование в Иерусалим. Но только одна консультация доктора стоит почти 50 000 рублей. А еще авиабилеты, проживание. У Равиловых даже нет загранпаспортов. Почитали нам все услуги. Нам надо будет примерно 300 000. Это для нас большая сумма. Мы думаем, что эту сумму мы не поднимем сами. Эта сумма только для первой консультации. Равиловы живут в селе Камско-Устинского района. В семье работает только папа. Сумма в 300 000 рублей для них непосильна. Но помочь может каждый. Реквизиты на экране. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Камское устье. Один журналист может заменить несколько инспекторов дорожного движения. Такого мнения придерживаются в Госавтоинспекции Республики. Сегодня здесь подвели итоги журналистского конкурса «Доверие и безопасность». А тех, кто остается за кадром, но всегда в курсе дорожных событий, Алия Хайрудинова. 1 место. Корреспонденты не знают, что их ждет завтра. Вот и Рамиль Шайдуллин не думал, что случай выльется в победоносный сюжет. Тот день для жителей Казани мог запомниться первыми родами в пробке. Но сотрудники Госавтоинспекции обеспечили зеленый коридор для будущих родителей. Получая награду, Рамиль сегодня говорит, что знает, над чем нужно будет поработать еще.
Во-первых, здесь награждали многих других журналистов, которые, и ты понимаешь, что ты стоишь как бы с ними примерно на одном уровне, и хотя бы ты чувствуешь, что тебе нужно подтянуть, видя работы, которые выиграли. Если 16 лет назад конкурс собрал около 50 работ, то сегодня их 270. Появились и новые программы. «Вызов 112», к примеру. Сложности есть в любой работе, на вызов тоже не исключение. Но на самом деле работа очень нравится. Среди награжденных и представители районных СМИ. В нашем районе проводится большая профилактическая работа, что дает нам как бы пищу для того, чтобы мы писали. Очень приятно то, что районные СМИ не остаются в стороне. И это еще один показатель, то, что на самом деле здесь все честно. Работа продолжится. Через 4 года конкурс доверия и безопасности отметит свое 20-летие. Ваш труд вносит огромный вклад. Большое и важное, очень нужное дело – обеспечение безопасности дорожного движения. Дипломы получены, и победители возвращаются на рабочие места делать сюжеты, писать материалы. Сотрудники госавтоинспекции снова в рейде. Торжественный момент – лишь повод встретиться в неформальной обстановке. Елена Веселова, Алия Хайрудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Автоинспекторы просят быть внимательнее на дорогах. На Татарстан идет сильный снегопад. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. По прогнозам, сегодня вечером ожидается большое количество осадков. Снегопад ждет республику и завтра. В течение дня и вечера в некоторых районах республики ожидается туман и появление снежных заносов на дороге. Музыку, которую выбрал слушатель. Завтра в Казани стартует 6-я национальная музыкальная премия «Болга Радиусы». Свои статуэтки с золотой звездой получат больше 30 лучших исполнителей со всей республики. В эти минуты на генеральной репетиции премии в «Пирамиде» находится наш корреспондент Сергей Хайдаров. Сергей, расскажи, какие сюрпризы на завтра готовят организаторы? Да, здравствуй, Даяна. Что ж, действительно, прямо сейчас я нахожусь в концертном зале «Пирамида», где в эти минуты уже вовсю идет репетиция премии, музыкальные премии «Болга Радиусы». И уже завтра свои заслуженные 33 награды, 33 статуэтки получат самые лучшие представители татарской эстрады, те, кто проявили себя ярче всего и лучше всего за весь прошедший музыкальный год. Хочется сказать, что уже сейчас здесь в «Пирамиде» все практически готово к завтрашней премии. Режиссеры отсматривают уже конечную картинку, то, как будет видеть эту премию зритель. Ну и поделились с нами, конечно же, режиссеры небольшими секретами. Ведущими станут редактор и продюсер «Болга Радио» Ильфар Каримов и заслуженный артист республики Рустем Гайзулин. Также нам рассказали, что у них будет и прекрасная соведущая, но ее имя организаторы не раскрывают. Видимо, хотят сделать сюрприз для зрителей. Прямо сейчас предлагаем послушать всем телезрителям ТНВ короткий отрывок репетиции сегодняшней. Ну и услышим, что же нам говорят некоторые из участников завтрашней премии. Мы горды, что участвуем в этой премии. Да, спасибо ТНВ Татарстан, Болга Радиосына. Спасибо, естественно, нашим зрителям. Тамашашаларга бик зор рахмет. Что ж, уже завтра этот зрительный зал «Пирамиды» заполнят сотни любителей татарской эстрады. И хочется сказать, что если даже вы не сможете завтра приехать сюда в 18:00 и попасть на премию, то огорчаться точно не стоит, потому что все самые свежие подробности вы сможете узнать уже в субботнем выпуске новостей на телеканале «Новый век». Пока у меня на этом все. Даяна, передаю слово вам. Спасибо, Сергей. На этом наш выпуск завершен. А еще больше новостей читайте в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. До свидания. Добрый вечер. Время новостей спорта на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В Казань съехались легенды отечественного спорта. Попов, Карелин, Ромашина только на троих заработали 12 золотых медалей Олимпиады. Сегодня они помогают стать успешными другим. На международных детских играх Кубки Попова в столице Татарстана новые юные чемпионы. Сразу в 6 объектах города они ведут борьбу за главный приз. Кроме этого, ежедневно проходят различные мастер-классы для детей. Такого ажиотажа вокруг юношеского спорта не было давно. Завтра на турнирах заключительный день. Организаторы надеются увидеть некоторых участников уже на Олимпиаде 2020 года в Токио. Главное не потерять спортивный настрой на успех. Где-то, может быть, мы будем ужесточать требования к квалификационным нормативам для того, чтобы снижать уровень количества участников, но повышать результаты.
И это нам позволит высвободить места для того, чтобы мы могли включить новые виды спорта. Ну, то есть у нас механизмы регулирования есть. Победная серия прерывается, Ак-Барс терпит крупные поражения. В Санкт-Петербурге прошел матч лидеров двух конференций. Тренерский штаб казанцев решил проверить в деле новичка команды нападающего Вячеслава Основина, которого казанский клуб недавно обменял с Салаватом Юлаевым на Александра Бурмистрова. Но это не помогло. Игроки СКА забросили в ворота казанцев сразу 5 шайб. Лишь только Пол Постма смог добавить ложку меда в бочку дегтя. Итоговый счет 5-1. Ак-Барс не смог довести победную серию до 9 матчей. И в завершении к новостям тяжелой атлетики. В Зеленодольске на площадке спортивного комплекса «Маяк» стартовал всероссийский турнир. Он посвящен памяти олимпийского чемпиона, 4-кратного чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта Александра Курынова. В турнире принимают участие более 130 атлетов из Нижнего Новгорода, Архангельска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ульяновска, Пензы, Республики Коми и Татарстана. Соревнования проходят среди мужчин и женщин по 8 весовым категориям. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! О погоде после интересной информации. Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание, 23, телефон 2-167-166. Облачная погода в республике сохранится. Местами будут наблюдаться осадки. Усиление морозов не прогнозируется. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики довольно тепло и снежно. -4. На северо-востоке Татарстана -4, -5. Также не обойдется без осадков. На севере республики аналогичная погода не ниже -5. На северо-западе республики температура опустится до -6. Довольно снежно. На юго-западе Татарстана 4-5 градусов ниже 0. Весь день будут наблюдаться осадки. В центре Татарстана, как и по всей республике, довольно тепло и снежно. Спонсор показа – клиника Фармте. Лечение аденомы и простатита по европейским стандартам, без боли операции на израильском аппарате Термекс. Телефон в Казани 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Дорогие жители Казани, в честь Дня Конституции потребительский кооператив «Семейная копилка» объявляет акцию. Только с 12 по 14 декабря действует программа «Праздничная». 20% годовых сроком на 12 месяцев. А также дарим пайщикам приятные подарки. Подробности по телефону 843-239-17-36. Улица Чистопольская, 55. Спонсор программы – потребительский кооператив «Семейная копилка». Время идет, доход растет. Вас ждут по адресу город Казань, улица Чистопольская, дом 55. Телефон 239 17 36. В Казани с утра и до самой ночи будет идти снег. 4-6 градусов ниже 0. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 94%. В магнитном поле Земли спокойно. С болями в спине и суставах медицинский центр «Доктор Ост» поможет справиться без операции и протезов. Современные технологии, запатентованные методы и профессионалы своего дела. Вернуться к полноценной жизни просто. Болезни позвоночника часто служат поводом для хирургического вмешательства. Мне уже удаляли грыжу позвоночника и снова направляют на операцию. Что делать? В таких случаях готовы помочь в медцентре «Доктор Ост». Здесь проводят лечение на уникальных роботах, которые приходят на смену скальпелю хирурга. У пациентов, как правило, уже после нескольких процедур возможно уменьшение боли и улучшение подвижности. Не терпите боль. Запишитесь в «Доктор Ост».